нас нет авторитетов. Вернее, они есть, но их очень мало. Большинство действительно такая серая масса, можно сказать. У них нет определенных каких-то требований ни к себе, ни к окружающему миру. Безразличных тоже много, к сожалению. Мы воспитываемся в русскоязычных школах. Мы находимся в русскоязычной среде. Мы уже часто интересы перенимаем от своих друзей, нежели от родителей. Что именно нас конкретно отличает, конечно, сложно выделить. У нас качество жизни стало лучше. Вот поэтому мы и более инфантильны. Салям алейкум. Это наш не первый разговор о молодом поколении, но, как мне кажется, со времени последнего выпуска и разговора на эту тему я зафиксировала очень много изменений. И поэтому сегодня в нашей студии гости, как мне кажется, которые проживают не просто свою бытовую жизнь, но и оставляют какой-то социальный след в нашем, так сказать, пространстве, молодежном пространстве. Салям алейкум. Хош келденус. Я хочу предложить вам разговор на тему, или начать, точнее, наш разговор с того, что каждый вкладывает свое понимание и свое содержание в понятие «молодое поколение». Да? Для меня это понятие такое достаточно абстрактное, и я всегда делю наше молодое поколение на определенные группы. Да? Но мне интересно в первую очередь ваше представление о том, что есть сегодня молодое поколение, как оно выглядит у крымских татар, и в каких рамках существует, и в каких формах существует, скажем так. Молодежь – это люди в возрасте от 16 до, как мы выяснили, до 40, до 35 лет. Представьте, да, вот такой большой разброс возрастной, это же абсолютно, выделить какую-то отдельную черту, сделать какой-то срез вот в этой возрастной категории очень сложно. Поэтому такой очень сложный у вас вопрос, на самом деле. Но если как-то глобально выделять наше вот это молодое поколение, мне кажется, что мы мало чем отличаемся от другой части общества, от других национальностей. Молодые люди. Почему? Потому что мы находимся в таком социально-культурном, политическом, в общем контексте. Говорим по-русски, прекрасно понимаем друг друга по-русски и впитываем в себя эту часть культуры, да, русскоязычную культуру. Поэтому, что именно нас конкретно отличает, конечно, сложно выделить. Особенно это сложно сделать уже с той категорией, с нашим четвертым, да, поколением. Я не знаю, как это выделить, тех, кто еще помладше, да, совсем 16 лет, да, школьники. Я просто работаю со школьниками, мне это хорошо видно. Вы наяву видите да, это все, мне именно со школьников понятно, да, что-то понятно в них, потому что я всю-то молодежь не могу охватить своим взглядом, как вы, не провожу каких-то исследований. И то, что я вижу чисто эмпирически, я вижу, что школьники, они мало чем отличаются от основной... Только именами? Наверное, да. Иногда даже, да, имена тоже ни о чем не говорят, потому что у нас много смешанных семей, и не факт, что Руслан или еще Динара, да, представитель нашего народа, или как-то себя ассоциируют с представителем нашего народа. Поэтому... мой тезис такой, что мы мало чем отличаемся. Молодежь сейчас мало чем отличается от... Вы знаете, я не первый раз слышу такой тезис, причем не только в контексте молодежи, а вообще в характеристиках нашего общества и нашего социального пространства, в том числе о том, что мы мало чем отличаемся от, скажем так, от наших соседей, от каких-то других групп социальных. Я думаю, что в этом ничего удивительного нет, потому что мы, как повторюсь, да, находимся в таком социально-культурном контексте, политическом контексте. У нас всегда существовало... Мы воспитываемся в русскоязычных школах, мы находимся в русскоязычной среде. Рационально МУИТ, это как можно говорится, объяснить. МУИТ. Да, но... А институт наш, который, да, который на нас может как-то повлиять, институт семьи, он тоже... Размыт и, обрусевший, что ли, я не знаю. Наверное, так. То есть мы фиксируем два момента. Первое, что мы ничем не отличаемся, ровно потому, что те институты и правила, которые делают нас особенными или другими, скажем так, да, не особенными, а другими, скорее всего, он тоже размыт, подвержен этому влиянию, адаптации и, может быть, даже ассимиляции. Конечно, да. Процессы ассимиляции, они очевидны и становятся все
как бы явными, да, все сильнее и сильнее это проявляется, скажем, новому поколению. Я тоже ничего тут нового вам не открываю, это всем известно. Там, ты возьми любого представителя любого народа, помести в иную среду, иную культурную среду. Через 2-3 поколения внуки уже будут интегрированы в то общество, в котором они находятся. А мы, крымские татары, да, мы прожили, скажем, такую сложную историю. Наш 20 век, да, вы загляните в него, и там вы увидите, какие потрясения испытал народ. И это еще хорошо, что мы после всего этого, у нас какие-то там зачатки национальной идентичности где-то теплятся в каких-то молодых людях. Все разделяют такую мысль? Я согласен с ним. Да. Мне кажется, что не совсем, потому что до какой-то степени правильно, то есть до 16 лет действительно, да даже до 20, наверное, большинство очень-очень похожи. У них одинаковые проблемы, одинаковые жизненные какие-то моменты, то есть они все ходят в одинаковую школу, у них у всех одинаковый опыт. А потом, когда после университета, после школы, они начинают жить какую-то свою жизнь, а у них появляются другие цели, причем у некоторых людей цели такие не похожие, нестандартные и именно связанные как бы национальные. То есть если бы не было таких людей, у нас бы не было брендов, которые такие крымско-татарские, этничные, у нас бы не было каких-то событий, которые нас именно как народ выделяют. Если бы мы действительно все были стандартные, у нас бы все и было стандартно во всех поколениях. Да, мы были абсолютно такими же. А мы все-таки есть момент, где мы такие бац и переключились. Новые цели появились, новые какие-то моменты, желания. Я хочу здесь улучшить то, что у нас есть, а я хочу здесь чего-то добавить. Их немного. То есть это прям очень редко, когда попадаются люди, которые реально ставят цели и могут этого достичь. Но большинство действительно такая серая масса, можно сказать. У них нет определенных каких-то требований ни к себе, ни к окружающему миру. Но есть люди, которые двигают процесс, и это чаще молодежь. Мое такое мнение. Ну что ж, у нас есть две точки зрения. Кирханум, как мое мнение где-то посередине. Но я действительно согласна, что у нас это самосознание национальное, чем младше, тем оно более расплывчатое. Но я также согласна, что чем старше становится человек, если он меняет свое окружение, действительно есть предпосылки того, что он станет более крымско-татарским, если так можно выразиться. Аблязиз Бей, вы что думаете по этому поводу? Вы также полагаете, что в конечном итоге мы достигаем какой-то развилки, и в нас включается эта наша национальная идентичность, и мы становимся другими, скажем так? В чем-то я соглашусь с Энвербием, и также я еще хочу сказать, что у нас много толковой молодежи, как и Фериде Ханум сказала, которые стремятся к чему-то, чтобы принести пользу народу. Также мы с вами на днях разговаривали, вы сказали, что появляется много различных блогов, проектов, и за 3 года улучшилось качество. То есть я, например, общаюсь с молодежью, я вижу, как, например, немало среди моих знакомых тех, кому не безразлична, например, наша архитектура, положение нашего языка, и встречаю таких, которые хотят способствовать тому, чтобы курсы открывать, например. Открываются курсы. Кто-то даже готов бесплатно преподавать, ради такого дела. Такая социальная включенность или небезразличие, как я это говорю, да, ко всему национальному, оно... Безразличных тоже много, к сожалению. Я, например, в сельской местности живу, там много таких, у которых больше потребительские взгляды. Больше. Прожил жизнь, и слава богу, да? Да, дом построить, и всю жизнь работают на стройках, например, и строятся сами. Всю жизнь можно работать на стройке, это не зазорно. Параллельно надо еще саморазвитием заниматься. А надо ли? Можно же и так комфортно жить. Однозначно надо, просто надо сначала закрыть базовые потребности. А возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале, действительно ли все так плохо, как сказал, например, Энвербей. Я заметила, мы говорим про молодое поколение. Молодежь, согласно законодательству, от 14 до 35. Если мы берем детей младше 14 лет, я сейчас наблюдаю, в моем окружении начали появляться такие дети, и я замечаю, что они намного отличаются от нас.
Не знаю, возможно, это связано с тем, что когда я родилась, или вот те, кто со мной присутствует сегодня, они родились в то время, когда у родителей главная задача была выжить, вернуться на родину, построить дом и обеспечить все базовые потребности. Сейчас уже то поколение 30-летних людей уже рождает своих детей, и у них вот этой потребности построить дом, вернуться на родину, ее нет. И они больше внимания уделяют тому, как воспитывать своих детей. Я регулярно смотрю YouTube и уже видела IQ Меркес, что у нас еще есть Фиданчих и так далее. Действительно, у нас происходят какие-то изменения в плане воспитания и обучения людей, молодых людей языку, культуре и традициям и так далее. И мне кажется, что то поколение, кому сейчас 6-10 лет, когда они войдут формально в эту градацию от 14 до 35 лет, они будут сильно отличаться от нас, потому что действительно, в их период роста были заложены те вещи, которые в наше время, мне кажется, в большинстве семей были упущены. А сохранить вот эту свою крымско-татарскость, идентичность, когда тебе 14 лет, ты же не у всех детей есть вот эта вот амбиция, запал, скажем так, да, быть другим, не похожим. Да? То есть то, что, как минимум язык. Это то, что я сказал, да. То есть это мало чем нас отличает в итоге, детей. Ребенок, он не задумывается о своей идентичности, очень редко это делает. А как ему можно это передать? Опять же, я повторюсь, это есть семья, да? Семья как институт, первичный институт, который может маленькому человеку привить эту идентичность. Но если в семье этого нету, то и ребенок, он не будет этого впитывать, собственно. Поэтому он идет на пути развития в общей крымской среде, да, такой, и все. А вот то, что вы, о чем говорят ребята, что есть какие-то, да, действительно, есть какие-то позитивные моменты по поводу того, что есть какие-то крымско-татарские бренды или еще что-то, да, оно появляется, действительно появляется. Но если опять же, у меня нет данных, да, но это мое чистое ощущение, эмпирически, если мы посмотрим, то это абсолютный мизер в общей массе нашего народа крымско-татарского, да. Я не знаю, какая сейчас численность, пускай это 400 тысяч человек, да. Если мы находимся в таком окружении молодых людей, которые что-то делают, как-то себя проявляют, пытаются реализоваться на национальном, да, поприще. И поэтому нам кажется, что это позитивно все вокруг. Но если мы глубже заглянем, в глубинный народ, так сказать, то там все очень печально. Пока что там сейчас, как гафлет юхуда все находится. Вот так. Да, и даже не то чтобы сон, даже идут какие-то другие тенденции, уже как будто бы люди не то чтобы понимают, что они спят, а просто у них другие формируются ценности, и в другую сторону люди. Не туда, куда нам надо, а в другую сторону уходят люди. Мы действительно сейчас на развилке не просто какой-то идентичности каких-то, а на развилке ценностей. То есть одна часть у нас живет, условно говоря, в этих национальных каких-то проекциях и проектах, а другая часть индифферентна ко всему происходящему в национальной среде. Каждый представитель народа, кому не безразличны проблемы народа, должен делать от себя зависящее. То, что он умеет, например, может язык преподавать, историю нашу национальную, крымско-татарскую историю преподавать. Должен, тут знаете как, никто никому ничего не должен, как обычно говорят в молодом поколении. Делать от себя зависящее. Да. Делать то, что мы можем. В общем, в нашем крымско-татарском обществе появляются какие-то пассионарии, скажем так, да, это позитивный тренд. Но таких людей пока мало. То есть, для критической массы. Как это называется, лидеры мнений, да, их нет. У нас нет авторитетов. Вернее, они есть, но их очень мало. Но если сравнивать сегодняшний день и 2015 год, например, мне кажется, ситуация сильно изменилась. Допустим, потому что тогда вообще никаких абсолютно мероприятий не было, каких-то проектов, смотреть особо нечего было. Сейчас у нас есть даже выбор, кого смотреть, куда ходить. Мне кажется, все равно какое-то развитие есть, просто нужно время, нужны ресурсы, а пока живем выживаем в тех условиях, которые у нас есть, да. Я сейчас мой тезис, как будто бы я немножко в этом ключе выступаю сейчас, в негативном, да.
Мне тоже хочется радоваться. Оно действительно, я сам посещаю часто мероприятия всякие наши культурные, но это не может не радовать, действительно так. Тренд такой, что это одни и те же люди всегда там находятся. Вот тусовка. Мы все друг друга узнаем на этих тусовках. Но мы все друг друга знаем. Но вот она вот насчет пополняется или нет, я не могу сказать. Это сложно подметить. Но, может быть, действительно она пополняется, но не так, как хотелось бы. Да? Немного новых людей, новых лиц появляется. Хотя они есть, да, действительно. Как говорят, курочка по зернышку клюет. А если у нас время вот так вот по крупинкам все это собирать обратно или нету? Ну, мы же не можем создать волну, искусственную волну. Мы не можем, да. Для этого нужны ресурсы, для этого нужны более благоприятные обстоятельства, скажем так, да. Это, во-первых. А во-вторых, если в семье, как вы говорите, не было вот этого вот контекста крымско-татарского, да, муйты, как вы говорили, то действительно очень сложно вложить в голову что-то, да, и кооптировать, привязать к себе людей. Поэтому тут есть еще одна история, вы затронули тему авторитетов, я не планировала об этом говорить, да? Но тем не менее, раз уж вы затронули эту тему, действительно нет для молодежи каких-то ориентиров персонализированных. Очень много этих, вот у каждого свой авторитет, я так сказал бы. То есть нет какого-то вот лидера одного, да? Вот есть очень много всяких лидеров. Как вы оцениваете эту историю, когда их много? И все разные что-то, да, трактуют или какие-то ценности продвигают по-разному. Ну, вы просто Инстаграм откроете, да, сейчас и посмотрите, да, сколько там личностей. Когда их много, идет как бы конкуренция, борьба. Но при этом и варианты появляются. Да. То есть ты можешь выбрать человека, который импонирует именно тебе. То есть ролевая модель такая. Да, и смотреть на него, а потом понимать, я вот тоже вот так хочу. Это же круто. Действительно, вот момент про ценности, они могут очень противоречивые ценности давать, но я лично такого не замечала ни разу. То есть все девушки-блогеры, которых я смотрю, они, абсолютно, во-первых, очень умные, они заканчивали там хорошие университеты, у них хороший жизненный опыт, и они своим примером показывают, что вот в 21 веке вот ты можешь вот так вот сделать, у тебя вот такой вот вариант, только делай. И вот они своим примером это показывают. Мне это импонирует. То есть вот такая вот показательность, что люди могут. Конечно, я не говорю про то, что там вот эти вот ценности подменять, когда можно там показывать какие-то застолья с выпивкой, там еще что-то. Я не про это. Я конкретно про такие положительные образы, просто в разных отраслях. То есть вот тебе образование, держи, вот тебе там один блогер. Если тебя интересует культура, вот тебе другой блогер. Интересует мода, третий блогер. Интересует косметика, четвертый. И это все просто вот наше. Просто у нас маловато таких. Вот если бы действительно была бы такая огромная вариативность, действительно хороших, авторитетных, умных людей, не было бы проблемы. Просто каждый бы искал то, что ему нравится. Это ограниченность сферы или просто количественная, скажем так, проблема? То есть нас мало, поэтому и, собственно говоря, ориентиров мало. Или таких вот ролевых моделей недостаточно? Стесняются, может? Стесняются? В любом случае, мы всегда говорим о каком-то ценностном наборе нашем, но на что опирается сегодня наша молодежь? Да? Вот вы здесь все заняты каким-то, кто-то историческим проектом, кто-то собирает материалы по нашим селам, и так далее, да, то есть восстанавливают вот эту географию, топонимику, то есть создает или воссоздает вот тот образ, который был в Крыму до депортации. Кто-то занимается языками и так далее, да. Вот этого наследия, да, насколько этого наследия, во-первых, хватает, да, и почему вы занялись этими проектами, а во-вторых, насколько оно интересно вот той самой молодежи, о которой мы сейчас говорим, да, насколько она включена. Или, как вы говорите, Эндербей, действительно одни и те же, скажем так, на манеже одни и те же. Насколько интересны эти проекты молодежи? Молодежи, я не скажу прям сильно интересно, но есть своя аудитория, то есть хватает заинтересованных людей. Например, среди подписчиков есть школьники, среди моих подписчиков, наших общих подписчиков, Рушти Таиров. Да, это, кстати, да. Молодой парень, ему, где-то в 9 классе учится. Часто помогает нам, присылает материалы полезные, о которых мы даже не знали. Архивные фотографии, то есть. И бывает, в чем-то он лучше нас разбирается. То есть вот это радует.
то, что среди нашей молодежи все-таки есть такие заинтересованные, хоть их немного, но они есть. Такую же тенденцию, но когда вы обращаетесь в историю села там, или еще чего-то в такую... ну, скажем так, не институционализированную историю нашу, да, которые не занимаются изучением, которые не занимаются в вузах и прочих местах. То есть, что вы видите? Ну вот, учитывая, что я подписана и на Гайрет, и на Харым Топонимикас, и там Бельги Хавеси, и разные другие проекты, но я вижу, что людям это действительно интересно, и действительно появляются школьники. Рушти — это не единственный школьник, который сидит в чатах и пишет умные вещи, которые, ну, действительно соответствуют действительности в большей части. Таких много, и, наверное, вопрос в том, что вопрос времени. То есть у нас когда-то создался один канал, другой канал. Постепенно начала набираться аудитория. Сейчас у вас, по-моему, около 1000 подписчиков. Уже, да. Здесь больше 1500 подписчиков. Пройдет еще год, я думаю, еще больше людей будет вовлечено. Просто иногда вот я же тоже не сразу этим начала заниматься. Меня не сразу это начало интересовать. Я просто ходила, наблюдала за красивыми там строениями, природой. А потом я узнала, что есть такие проекты, подписалась, начала задумываться и начала интересоваться. Возможно, что когда у них будет, чем больше будет набираться аудитория, тем больше вовлеченных и заинтересованных будет. Просто не все в школьном возрасте об этом задумываются, и постепенно, приобретая новые знакомства, они приходят, ну, к каким-то интересам определенным. Потому что, да, семья закладывает какой-то фундамент там, в мировоззрение, там, самопозиционирование, но при этом все равно мы уже часто интересы перенимаем от своих друзей, нежели от родителей. Поэтому, я думаю, вопрос времени, и действительно интерес к этому начинает появляться, зарождаться. Я думаю, что какая-то хорошая, позитивная перспектива нас ждет в этом плане. В этом и наша цель, чтобы заинтересовать молодежь, привлекать к проблемам. Знаете, у меня еще одна мысль возникла. А достаточно ли, скажем так, коммуникации между старшим поколением и молодым поколением вот в контексте, чтобы погружаться? То есть обычно вот в ту самую функцию, да, погружения в этнический материал, как я говорю, да, в культуру и так далее, она лежит на старшем поколении, то есть на тех наших стариках, которые, ну, по сути своей являются носителями, во-первых, всех этих знаний, информации, а с другой стороны прививают тот интерес и любовь. И вот эта коммуникация, она как бы адекватная тому интересу и тому запросу, который есть. Либо нет запроса, нет коммуникации, что называется. Но вот как этот процесс обстоит? Коммуникация между старшим поколением и сегодняшним поколением в контексте приобретения или ну, скажем так, заразить вот всем национальным? Вот мы в проекте нашем, да, Бельги Хавеси, собираем информацию, этническую, да, по сути, по большому счету, информацию с наших носителей. То есть того поколения крымских татар, которые родились в Крыму, которые, ну это, как у нас говорят, башха инсанлар, эвельки инсанлар, вот у нас вот такая есть фраза. Но это совсем другие люди, да, они сильно отличаются от крымских татар молодого поколения. И не знаю, насколько происходит коммуникация, но весь материал, который мы собираем, все наше общение, которое мы получаем, выкладываем в интернет, да, и ну вот знакомясь, да, с этими материалами, можно, наверное, какую-то коммуникацию в итоге получать, потому что не каждый сейчас имеет возможность пойти поговорить, что-то узнать, спросить у старших людей. Вот. Наша задача в этом, наверное, сейчас во многом состоит, чтобы показать этот материал, чтобы люди, ну, понимали, что такое, кто такие крымские татары в том числе. Я, знаете, здесь про что? Про то, что, говоря о молодежи, старики очень часто высказывают такую претензию о том, что, ну, молодежь не та, она ничем не интересуется и так далее, и так далее. Ну, и для меня эта фраза всегда с такой, знаете, долей снятия с себя ответственности. То есть всю ответственность перекладывают на молодежь. А кто, собственно говоря, формирует, да, этот запрос? Кто формирует этот интерес? То есть у кого-то в семье это было, сформировалось, и на выходе мы получили подростка или школьника, или студента, которому это интересно, он будет ходить по селам, собирать эту информацию, смотреть Бельги Хавеси, Гайрет, Харым Топонимикас и так далее и тому подобное. Да? То есть запрос на этот сформирован. Но я всегда как бы вот создаю такую конфликтность в определенных, да, обсуждениях. Почему? Потому что мне кажется, что запрос сам по себе не родится, если его не создают условия для его появления, скажем так. Да? И здесь это ответственность старшего поколения. Поэтому я задела вопрос про коммуникацию
коммуникацию между старшим поколением и молодым поколением. Мне кажется, что эта коммуникация недостаточна. Мне кажется, что она достаточно бытовая, но некачественная. Вот так вот скажем так. Это та мудрость, да, которая подскажет: ребят, вот здесь вы упускаете, да, молодое поколение, вот здесь вам нужно быстренько собраться, что-то придумать, чтобы не утерять там, какую-то информацию ценную, да, какой-то Ну, это вопрос тогда к старшим. Где этот голос? Вот. Да? Это что-то не к нам вопрос? Я к чему и говорю, что просто для чего я задаю этот вопрос, да, сейчас с вами обсуждаю, это для того, чтобы мы, озвучили, запустили, что называется, в воздух, да, и мне хочется, чтобы активность эта шла не только от нас. То есть нам говорят: идите, действуйте, да, но иногда это, знаете, как бросить в бассейн не умеющего плавать ребенка. Вот приблизительно так. Именно так, да. То есть мы интуитивно, на ощупь пытаемся где-то что-то. А опыта, который мог бы быть, как мне кажется, его нет. Ну, то есть как такая преемственность отсутствует, да? Нету такой разрыв поколений. Разрыв поколений. Старшее поколение само по себе, молодые сами по себе. То есть вы от Гирея Баирова приняли, то есть да, можно так сказать, можно сказать. Да. А кто передат до этого, где вот это? Да? Можно были долго люди, говорить. Просто не публиковались. Вот я слышала, что в Ташкентском педагогическом институте была практика у студентов филфака, и они ездили к старожилам, которые родились там не в 1920-е годы, а раньше, в 19 веке. Они с ними общались, я не знаю, записывали на диктофон или нет, но как-то фиксировали информацию. Но вот чтобы я захотела с этим ознакомиться, я не могу этого сделать, потому что нет публикации ни в виде текста, ни в виде какой-то записи аудио. То есть мы нигде эти данные получить не можем. Но то, что это было, я слышала от людей, которые с этим связаны, да. Вот. То есть оно было, просто почему-то не все публикуется, и действительно вот нет такого, что вот то старшее поколение. Гирей Баиров, но он недалеко ушел от молодежи, сколько ему лет? Под 40. 39. Я думаю, 46. Он в нашем, да, есть категории. Более старшее поколение. Вот с той стороны, по крайней мере, я этого не видела, чтобы действительно они пытались побудить на такую деятельность молодых людей. Вот, в общем, дополняя Ульгера, хочу сказать, что есть запрос. Вот действительно мы знаем, что есть какие-то материалы, которые до нас собирались, но их нету в доступе. Поэтому вот у современных, скажем так, я не знаю, исследователей молодых, у них есть запрос на эти материалы, потому что есть желание их обрабатывать, анализировать. Поэтому если где-то эти материалы лежат, то всегда можно связаться с молодыми, инициативными, которые... Тут сейчас у Фериде была... Я немножечко по-другому хотела сказать. Да. Я в плане... немножечко, видимо, не так поняла вопрос. Я про, в принципе, опыт не только информационных каких-то частей, статей, там, блогов и так далее, а в принципе опыт житейский. Обычно молодежь, особенно как бы раньше, насколько я понимаю, шла к старшим за мудростью и опытом, когда это было как бы надо, потому что сами они эту жизнь еще не проживали, а взрослые уже прожили. Но дело в том, что в 21 веке настолько вот этот цифровой щелчок отбросил старшее поколение от младшего поколения и создал между ними прям огромную стену. Старшие, более старшие, чем 40-45 лет, да даже 50, не адаптировались. И они уже не адаптируются к этому цифровому миру. А младшие, понимая это, они понимают, что их мудрость уже не котируется сейчас, она уже не работает. Вот мы создали такой мир, или мир как бы создался сам таким, что их мудрость, особенно во многих вопросах, она уже не жива сейчас. Они могут сказать, там, как было раньше, но сейчас так не работает. Вот просто их лекала на сейчас, на сегодняшний день не подходят. Они правильные, они мудрые, они прожили там сложную жизнь, у них было много проблем. Но сейчас нам это не решение. Их моменты — это не наше решение. Нам нужно выстраивать свой путь, набивать свои шишки, искать свой опыт, как бы стараться это делать самому, пытаться пробиться через этот стеклянный потолок, потому что то, что было раньше, нам уже сейчас не поможет. Я не говорю, что это надо забыть, закрыть, убрать и никогда не вспоминать. Нет. Надо ценить, надо смотреть, читать, изучать. Настолько много, насколько можно. Просто это уже не решение. Не единственное решение, не как минимум. Как минимум, да, не единственное. Нужно искать что-то новое. Причем новое каждый раз делать выше своей головы. Вот это, как мне кажется, наша цель. Да, прыгнуть выше головы каждый раз, вот каждый день.
пытаться сделать лучше, чем было вчера. Это вот единственное, что может помочь как-то выкарабкаться из ямы и пойти выше. Ну, лично мое мнение такое. Как... Алькерхан, вы что-то хотели? Я хотела, вот мы обсуждали, да, старшее поколение. Ну, создается такое впечатление, что все плохо. Мне так кажется, вот после нашего разговора. Но на самом деле есть такие люди, которые в свое время сделали что-то, чтобы их наследие нам передалось. Вот недавно ребята записывали тувахского дедушку Османа Хадырали. Ему уже 90 с чем-то лет. Когда он был помоложе, он написал книгу о своем селе, составил карты своего села. Он записал песни тувахские на диск, то есть их можно прослушать. Он записал видеопрогулку по селу, то есть он говорит, там вот эта вершина так-то называлась, и указывает на эту вершину. То есть не все так плохо. Действительно, были люди, которые пытались как-то передать ту информацию, которая есть у них, а они-то хранители не только той информации, которую они прожили, они общались со своими бабушками, дедушками. Это значит еще раньше, чем 20 век, это 19 век, середина 19 века. И где-то эта преемственность есть все-таки. Ну, прекрасно, к сожалению, что вот таких дедешек, харбабашек очень мало, которые вот так вот осознанно детально подходят к тому, чтобы сохранить то наследие, которое было до них, и передать что-то нам. Вы все, я так понимаю, рождены в Крыму, да? Блин, я вам завидую. Повезло, да. Я вам завидую, честно говоря, белой завистью. Но вот смотрите, есть такая мысль, и мы с моими коллегами, когда собирали данные, с ней, в общем-то, столкнулись о том, что Крым для тех, кто рожден в Крыму, он немножечко по-другому, скажем так, ощущается, скажем, да. А для нас Крым все-таки это такая мечта и какая-то земля обетованная, а для поколения, я сейчас не вас конкретно беру, да, а в целом ваше поколение, для поколения, рожденного в Крыму, Крым уже имеет совершенно другую ценность. Земля как таковая уже не является одним из тех маркеров вот той самой идентичности, которые принято, скажем так, да, говорить одним в контексте идентичности принято говорить. Но насколько, скажем так, ваше мнение вот от тех данных, которые мы получаем, отличается? Да? Насколько вы согласитесь, не согласитесь вот с таким трендом, скажем так? Да, более молодое поколение, которое родилось в 2000-х годах, они не видели тех трудностей, которые видели наши родители. Возвращение в Крым, да, вот с нуля все восстанавливать, те самые самозахваты, вот эту всю борьбу за землю. И, они выросли в комфорте, как бы, и для многих, как бы, не для всех, но для многих это как бы что-то далекое, что ли, можно сказать. Как бы. То есть есть такое ощущение, что Крым имеет совершенно другое содержание и отношение к нему другое? Мне кажется, может быть, и есть отличия в содержании, но в целом, наверное, практически в каждой крымско-татарской семье вот закладывалось с детства, что Крым — это родина. Сюда с большим трудом наши родители вернулись, и просто уезжать, потому что где-то лучше живется, так делать не стоит. Я вас разочарую. Не во всех и не в большинстве крымско-татарских семей. Мне объективно сказать сложно. Я как бы делюсь тем, кого я вижу, своим опытом и опытом своих близких родственников и друзей. Ну, я думаю, что имеет, наверное, ценность какую-то. Все равно же у нас есть историческая память. Мы же должны, не знаю, отдавать дань уважения нашим старикам, родителям, да, которые для нас выбрали это право жить на своей родной земле. Поэтому, наверное, так или иначе для каждого крымского татарина это ценность. Но вот вопрос, на каком месте, да, эта сейчас ценность находится, это уже вопрос. Это уже вопрос, потому что если для родителей, для нас это было первое место, да, это я не знаю, мне кажется, национальная идея была, да, вернуться в Крым и жить на родине. А то для молодых, то для нашего поколения это уже не становится такой номер один, ценностью номер один. Поэтому даже вот в вашем исследовании, да, есть там образование, как бы выходит на первый план, еще там какие-то материальные вещи, развитие и так далее. То есть вот молодежь сейчас вот в этом направлении, она как бы акцентирует свое внимание больше, чем на родной земле, мне так кажется. Просто мы не теряли, нам сложно ощутить, да, те эмоции и чувства, которые им тогда были присущи. Вот мы ехали недавно в Алушту, и, я с родителями еду, и там сейчас строится дорога. И для того, чтобы ее проложить, нужно было снести какие-то дома, которые не укладывались в проект.
Ну, и в моей голове, да, это не очень приятно для той семьи, чей дом подлежит сносу, но для моих родителей это совершенно по-другому. Там как бы комментарии были такие, что надо же 30 лет жизни просто в никуда, то есть надо заново строиться, либо заново искать дом, в котором нужно жить. Ну, это тот пример, что у нас действительно, наверное, отношения немного разные. Мы не можем понять всю ту боль, которую ощущали они, то есть все для них те это вырванные трудности. корни? Да, я-то родилась здесь, да, я люблю Крым, это моя родина, это мой дом, но при этом тех эмоций я испытать, наверное, не смогу, если я сама это не проживу. Ваше отношение к Крыму, Фарида Ханум, что скажете по этому поводу? Честно, мне немножечко сложно сейчас прям сказать, но мне кажется, это, наверное, сравнение прям ужасно неправильное. Но, допустим, это как когда родители всю жизнь пашут, чтобы купить очень дорогую машину, допустим, я не знаю, какой-нибудь Ягуар. Это он был выпуска 90-го года, они пахали всю жизнь ради этой машины. Они ее очень трудно добывали, не работали, не спали ночами, пахали, всю жизнь свою положили, а тебе эта машина досталась. И вот она цена, но не так, как родителям. Это не ты не спал. То есть это по-любому ценность. Но ты ее поставишь в гараж, будешь ее мыть там раз в неделю, и все. Кататься на ней ты уже не сможешь. Ну вот что-то типа такого. То есть это ценно, это значимо, но это не первое место действительно. То есть это... ты смотришь каждый раз, гордишься, думаешь, да, мое, тоже мое же. Но потом понимаешь, что, Может быть, поэтому так легко молодежь срывается со своих нажитых мест, что называется, да? И, кстати, я уже не первый раз слышу от тех, кто вернулся, там, по учебе куда-то ездил, там, еще по каким-то обстоятельствам выезжал из Крыма на долгий период, чувство Родины появляется именно за пределами Крыма, да? И вот приобретается, скажем так, вот это вот ощущение того, что ты есть продукт этой земли. Я очень много таких кейсов знаю и слышала, что не могу, возвращаюсь, все. То есть больше я где-то быть не могу, я хочу находиться здесь и больше нигде. То есть нужно выехать для того, чтобы проверить. Выезжать всегда полезно. Путешествовать это вообще прекрасно на самом деле, потому что ты видишь, как там, да, для сравнения. Это нормально, но просто уезжать и там с какой-то целью где-то бросить корни в другом месте, это другое уже. Но я не знаю, это, конечно, выбор каждого человека. У всех свои цели, все принимают этот выбор, исходя из своих каких-то проблем или задач. Поэтому тут, тут как бы нельзя. Я вообще, вот если я раньше мог там как-то, не знаю, внутри себя осуждать таких людей, сейчас я спокойно к этому отношусь, я ничего не могу с этим поделать, но как бы я не могу же эту ситуацию изменить. Поэтому меняю отношение к ней, и все. Просто, есть мой выбор, да, и вот мой выбор быть здесь, на родине, на своей земле. Вот, у меня был опыт, например, путешествий, там я и в Европе бывал, и там по России, по Украине, в Турции, но вот куда бы я ни поехал, у меня никогда не было желания оставаться. Да, там оставаться. Мне некомфортно, я не чувствую себя там. Вот это вот только здесь. Вот здесь мне хорошо. Там где-то в другом. Поеду, посмотрю, понравилось, но домой надо вернуться. В прошлом нашем разговоре с молодежью была еще одна такая мысль. Некоторые наши спикеры и гости сказали, что молодежь инфантильна, да, то есть безответственна и так далее, что это такая характерная черта, скажем так, вот этого поколения, и это становится определенной проблемой. Почему? Потому что, мы же опять же все мыслим в национальных масштабах с точки зрения национальных каких-то целей и задач, да, и в этом смысле, скажем так, была определенная досада по поводу того, что молодежь безответственна и не включается вот во что-то национальное. Изменилась ли ситуация за, скажем так, это время, да, за 3-4 года? Все эти события такие стрессовые, турбулентные, которые произошли с нами, оно как-то поменяло отношение молодежи к Крыму и саму молодежь, собственно говоря? Стало ли это каким-то, скажем так, пограничным чем-то вот в их самоощущении и восприятии? Если, смотрите, молодежь, это вообще, в принципе, и молодежи свойственно быть инфантильной. Это инфантильность, что такое безответственность, да? Это нормально, когда молодые люди там не готовы принимать какие-то решения. Но они имеют свойство расти,
как бы развиваться, и поэтому, ну, со временем инфантильность перерастет как в принятие решений. Перерастет ли? Ну, почему не? Ну, давайте так, очень часто и взрослые тоже бывают инфантильны, да, но кто-то нет, кто-то не перерастет, кто-то перерастет, кто-то будет принимать решения, кто-то останется там в своих проблемах, кто-то будет решать нашу судьбу в будущем, а может и нет. Ну, мы же не можем... Ну, да и мы в молодости какие были. Конечно, да, вот даже если на нас посмотреть, ну, тоже человек, вот я там 10 лет назад и сегодня, это хотя когорта молодежь, да, все равно остаюсь, как мы выяснили, по постановлению. Да, все еще принадлежу, да, к группе молодежи. Да, ну, то есть человек меняется. И молодежь, я думаю, что за 3 года тоже вот та молодежь, которую вы под один знаменатель подвели, что она инфантильная, я думаю, что она уже изменилась. Мне кажется, зависит от качества жизни. Это как бы штука вообще глобальная, потому что все говорят, вот какой бы ты СМИ ни открыл, любой страны, они все говорят, что этот порог молодости, да, он начинает двигаться вверх. То есть люди даже до 45, они все еще не готовы. У них нет вот этой потребности, допустим, в создании семьи. У нас, кстати, еще не так сильно. Вот если посмотреть более, да, там какие-то западные страны, у них этот порог растет прям до лет 50. Они говорят, в 50 я еще не готов. Нет, это не надо мне сейчас, зачем? У нас пока еще все-таки, мы еще немножечко приземленные в этом плане. Но это зависит от того, что мы жить стали дольше. Мы просто стали дольше жить. У нас появилось больше времени. Мы, молодежь, все еще до 35. Век назад 35 ты уже старик. Причем такой очень древний. Дай бог, чтобы ты дожил до 35. Да, а если в 35 у тебя нет 6 детей, так это вообще, ну вообще какой-то чем вы занимались, молодой человек, да? Сейчас это нормально. И чем дальше, мы просто стали жить дольше. У нас качество жизни стало лучше. Вот поэтому мы и более инфантильные. Нам не надо решать проблемы, где искать дрова, чтобы натопить печь, как прокормить 10 детей, когда тебе там 18 лет, и все такое. Поэтому просто мы оттягиваем этот порог взрослости для себя, чтобы успеть насытиться жизнью. Вот поэтому мне кажется. Вы тоже так думаете? Ну, я согласна с Фериде. Но все равно для меня как бы инфантильность, да, действительно, это безответственность, я так это воспринимаю. Но от того, что я создаю семью, это еще не значит, что я приняла на себя ответственность, да, и повзрослела. Мне кажется, сложно судить за все поколение. Плюс мы говорим, что молодежь от 14 до 35 лет. Ну, как бы здесь слишком однозначно ответить, да, сложно. Я поэтому не могу как бы сказать, да, инфантильно или нет. Ну, тренд правильный. Вот Фериде правильно отмечает, что все-таки детство наше увеличилось. Да. Ну, продолжительность жизни растет, соответственно, и возрастные рамки тоже меняются. Да. Я не просто так задавалась этим вопросом. Почему? Потому что в моем поколении поиск ответа на вопрос «кто я?», он случался гораздо раньше, чем у сегодняшнего поколения. Поэтому, и, собственно говоря, вот тех самых ролевых моделей было гораздо меньше, и поэтому определяться было, может быть, немножечко проще. Но процесс все равно поиска себя, он был достаточно сложным, трудным, но сегодня я вижу, что, во-первых, вот этих ролевых моделей, да, моделей поведения и вариантов, на кого быть похожим, достаточно много. И в нашем, скажем так, обществе, молодом поколении сформировалось очень много трендов. И один из таких трендов, это я его условно называю тренд на мода на религию, скажем так, да, это определенная, ну, скажем так, поведенческая такая вот история, да, когда, как мне кажется, и по моим наблюдениям, и по тем данным, которые я имею, есть история непонимания содержания, да, что значит быть мусульманином в данном случае, либо придерживаться какой-то другой религии, но есть трансляция вот этой модели поведения. Насколько она, причем некоторые, скажем так, мои собеседники утверждают, что это становится настолько ярким, что уже можно делить географически, да, то есть вот определенные районы Симферополя, определенные районы Крыма и так далее, что где этого больше, где этого меньше и так далее. То есть насколько, во-первых, какие тренды вы бы еще выделили, да, как мода на что у нашей молодежи есть, да, а во-вторых, насколько вот этот тренд на религию или мода на религию актуален и насколько популярен по вашим ощущениям? Я так немножко сейчас верифицирую, скажем так, свои наблюдения. Ну, и
И если несколько лет назад это действительно казалось как будто мода. Большое количество молодежи начинало соблюдать, изучать, интересоваться. Сейчас это уже как бы повседневность, как бы норма. Я думаю, много молодежи соблюдающей. Я вот несколько лет посещал мечети, людей было значительно меньше. Сейчас уже прилично молодежи. Некоторые мечети даже заполняются, что люди на улице совершают намаз. Как бы раньше, еще до депортации, да, до советского периода, как бы люди жили религией, это был образ жизни, люди были духовные. Ну, если бы сейчас здесь был бы Рифат Изетов, он бы с вами поспорил. Я так думаю, по поводу наших стереотипов о прошлом до депортации. По рассказам моей бабушки, например, их деревня в Шелен-Судакском районе, как она говорит, была самая религиозная. Люди без омовения даже на улицу не выходили. Даже так? Да. Ну, как я скажу, сейчас даже это я наблюдаю молодые девушки, непокрытые которые, но они совершают намаз. Вот это, то есть все равно мы мусульманский народ, и как бы это наша религия. Я не говорю, что мы должны быть прям фанатиками, но мы должны как бы ее придерживаться. Ну, то есть тренд все-таки такой есть, да? Да. Что вы но думаете, я не скажу, есть? что это мода. То есть никто не относится как к моде. Ну, для кого-то, может, это действительно модно, там, вот, фотографию выложить в интернет, как он там намаз совершает. Это, ну, я такое считаю неправильно делать на показуху. Вообще, ну, это вы, наверное, должны нам, как исследователь, сказать, мода это или... Ну, я как исследователь потом скажу свое слово. Ну, мне, например, сложно это как-то охарактеризовать, но не знаю насчет моды или нет, но религия — это наш маркер идентичности, да? Ислам — это один из маркеров идентичности. Поэтому мне кажется, что люди просто в поисках себя обращаются к религии. Вот такой тезис. Ну, и не всегда. Я, например, у меня все поколение моих прадедушек были муллы. Даже прадедушка мулла Ахмед Ага, он в тюрьме 10 лет просидел за религию. То есть, и мне это было интересно, то есть продолжать их путь, изучать. И я еще понимал, мы же мусульманский народ, наша история связана с исламом, как бы наша культура связана. И мне это было именно из-за этого интересно изучать религию. То есть это не было частью поиска себя, это было продолжение традиции? Да. Но при этом есть публичные примеры, о которых я не буду сейчас подробно говорить, когда человек был одного мировоззрения, а потом его поведение и, наверное, мировоззрение тоже поменялись, что мы наблюдаем как бы в социальных сетях. Наверное, где-то этот фактор, ну, я имею в виду фактор моды тоже где-то играет. Возможно, он не по своему сильному увлечению, как бы духовному увлечению был приобщен. Может быть, это просто социальный контроль такой, знаете, социальное такое, знаете, порицание, что теперь так не модно, что теперь так нельзя себя вести по-другому. Не знаю, мне кажется, вот от ситуации к ситуации. Возможно, где-то это было желание супруга, например. Ну, по-разному же бывают, разные браки есть, и разные вообще жизненные обстоятельства. Где-то что-то произошло, влияние каких-то друзей, я не знаю. Просто мне кажется, что где-то хорошо это поиск «кто я?». Да, это как один из критериев меня как человека, а где-то это действительно мода. Мне так кажется. Очень буду по тонкому льду ходить. Ну, вообще, религия всегда мне... Я не историк, может быть, вы не будете не согласны, но религия всегда получает свой рассвет как раз, когда в странах или там в месте, где люди проживают, происходит какая-то нестабильность. То есть люди все по своей природе ищут помощь где-то свыше. Я не могу сказать, что это неправильно, просто так есть. Ну, да? Естественный ход вещей. Инстинкт же, да? поклонения. Да. То есть эта штука все равно, как бы, как ни крути, она проскальзывает. Еще один момент, который хотела сказать. Мы действительно из страны, которая абсолютно отрицала любую религию, добрались до места и точки, где это возможно. То есть мы можем вернуться и в религию, и на свою родину, и при этом развивать религию на родине. Это тоже, мне кажется, стало таким плюсом к тому, чтобы люди начали в это, как бы стали более религиозными. Да. И третий момент — это соцсети. Ну вот, как ни крути, но соцсети действительно очень сильно повлияли на то, как люди сейчас воспринимают религию. Это стало не круто, действительно. Это стало не в почете, если ты ведешь разгульный образ жизни. То есть особенно среди мусульманского народа, который исторически был как бы
связан, как вы сказали, с исламом, это не круто. Вот если ты пьешь, куришь, там, не дай бог, еще что-то, то есть это все порицается. Но есть и другая грань, когда люди воспринимают религию только как способ, вернее, ее так меняют, читают только то, что им удобно читать. То есть ведут себя так, только как им удобно вести. Вот по исламу можно 2 жены, значит, будет. И все, вот хоть убейся. Говорю, ну, там должно быть как бы равное обеспечение. Да, то есть целая куча обязательств. Но они читают только то, что мне можно. И это касается всех. Тоже брак, да, когда вот вы сказали, взять религию только из-за супруга или супруги. Ну, это же неправильно, мне кажется. Не искренне. То есть это делать просто, чтобы, что, кольцо на палец получить? Ну, тоже странно. Опять же, чтобы ввестись в какую-то группу. Вот у меня все друзья ходят в мечеть, а я как лох не хожу. Ну, тоже странно. То есть ты это делаешь ради друзей или ради своей души? Всегда должен быть такой момент, что ты это делаешь не для кого-то. То есть ты в религии не для того, чтобы статус улучшить. Ты в религии не для того, чтобы друзей приобрести. Ты в религии только для того, чтобы себя... Самосовершенствование. Самосовершенствование, да. То есть ты понимаешь свою ничтожность, может быть, какую-то в этом мире, пытаешься найти какие-то ответы, и для этого идешь в религию. Не просто, чтобы галочку поставить, не просто, чтобы платочек красивый надеть или там, извините, бороду отрастить. Не для этого, а для того, чтобы сам лично ты становился лучше. Вот, моя точка зрения такова. Не надо это делать ради кого-то. Надо это делать только для себя. Я не просто так про моду сказала. Почему? Потому что некоторые мои респонденты и собеседники, я даже просто процитирую, да, была такая фраза, что почему это мода, да, почему они назвали это модой. Потому что обычно после джума намаза люди выходят и едут в Рыбицу. То есть, как бы, вот есть такая история, да, то есть вместе побыть на джума намазе, а дальше идти туда и вести разгульный образ жизни. То есть и такое присутствует в нашем обществе. Человек сам по себе существо не идеальное, как бы, и поэтому, как говорится даже в хадисе, искренне покаявшийся в своем грехе подобен тому, кто вообще его не совершал. То есть, если он даже идет в Рыбицу, человек, то есть за этот грех, который он там совершает, он будет отвечать отдельно, согласно исламу. А то, что он совершал намаз, он свою обязанность выполнил. То есть он уже не будет отвечать за то, что он его не совершал. То есть, для меня немножко странная логика, честно признаюсь, да, потому что, это 2 несовместимые истории, да, точно так же, как пластика несовместима с хиджабом, извините. Это то есть намаз, это, понятное дело, все мы знаем, да, что обязанность всех мусульман. Вот, это не по желанию его люди совершают. Просто да, религия источник морали. Просто сейчас не весь народ соблюдающий. Дело не в соблюдении, дело во внутренних моральных императивах. Вот я про что, да. И с каким намерением, ниетом ты заходишь в это. Просто это общество сложно... еще так влияет. В моем окружении тоже немало таких. Я сам не идеальный, но мы стараемся как бы над собой работать. Да. Это сложная тема, там очень много разных пластов. Мне хочется сделать отдельный выпуск на эту тему, но это, так сказать, закладки на будущее. Есть еще одна мысль, которая прозвучала в предыдущем нашем выпуске о том, что нам, то бишь молодежи, наши гости говорили о том, что нам, молодежи, нужно создавать свои победы, а не жить победами прошлых, да, наших поколений. Нас удается уже создавать, нам удается, вам удается создавать эти победы. Мы можем говорить о вашем поколении как о поколении, которое, как минимум, сделало какие-то зарубки и что-то зафиксировало или на пути к тому, чтобы создавать свои победы. Но маленькие победы точно есть. Смотря что мы относим к победам, как бы вот возвращение на родину, по-моему, это победа. А создание, не наша победа, да, нашего старшего поколения. Из побед, которые есть у нас сейчас, они, мне кажется, не такие масштабные. Это сохранение
истории, да, у нас есть институты, у нас есть университеты, которые регулярно публикуют какие-то переводы, какие-то книги, научные работы. Исследования. Да, исследования. То есть здесь у нас какое-то развитие есть. У нас проводятся какие-то культурные мероприятия. В какой-то период времени их, в принципе, по-моему, не было, либо было очень мало. К маленьким победам можно отнести? Наверное, можно. Вот за последний год у нас появились новые песни, у нас появилась Урба Фэшн, получается, 2 раза они уже провели, прежде этого не было. У нас есть победы в разных сферах жизни, где-то они маленькие, где-то они более существенные, но и у нас сейчас условия такие, которые не позволяют какие-то огромные победы делать, совершать. Но при этом, мне кажется, мы все равно не стоим на одном месте. Но в большей степени у нас развивается именно культура. Это сфера музыки, сфера танца. Здесь у нас что-то происходит. Наука тоже не стоит на месте. Но, наверное, на этом пока все. Спорт еще есть. В спорте, да. Он начинает, мне кажется, начинает двигаться с места. Вот недавно прошли конференции, круглые столы. Если в дальнейшем это будет продолжаться, то тоже можно будет отнести к каким-то победам. Национальная борьба у нас сейчас очень хорошо развивается. Да. Ну, как мне кажется. Есть еще по этому поводу мысли, нет? Ну, пару слов скажу. В плане политическом у нас, наверное, все-таки побед очень, если они вообще. Мало, незначительно. Окей. Я просто соглашусь с теми высказываниями, которые были раньше. Вообще в контексте победы мы можем вести, победы наших, вести разговор? Ну, я не знаю. Это как бы такой момент. Победа, мне кажется, это что-то очень глобальное и очень весомое. Это прям когда противника на лопатке. Вот это победа. А так мы получаем... извините, молодежь. Мы просто как в списке плюсики ставим. Вот это сделали, вот это сделали, вот это сделали. Вот здесь круто, здесь не доработали, здесь идем. Но в целом тенденция, как уже говорили, действительно положительная. Если бы не было положительной тенденции, и Урбы бы не было, и каких-то выпусков, программ бы не было, и авторитетов бы тоже не было. То есть плюс идет всегда. Мы двигаемся в нужном направлении. Нужно больше людей, больше энтузиазма, ну и просто больше реально работать на благо всех. Все, что зависит от тебя, ты должен, как все говорят, делать по максимуму. Потому что если ты этого не сделаешь, за тебя это тоже никто не сделает. Чох сагуна за то, что вы сегодня были в проекте, за то, что поделились своими мыслями. Я полагаю, что самый главный вывод, который мы сегодня можем сделать, что плюсики в нашем wish-листе, как мы говорим, да, в тех заданиях, которые мы можем и должны ставить перед собой, определенно есть. И это уже есть позитивное. Мы зафиксировали, что есть определенные изменения с того нашего первого разговора про молодежь. И появилось большое количество разных проектов, которые уже сегодня дают почву для подрастающего поколения выбирать ту самую модель поведения. Да? То есть у нашей молодежи определенно есть выбор, у нашей молодежи определенно есть понимание, что значит быть крымскими татарами. Поэтому желающий быть крымским татарином точно им станет. Хотелось бы, наверное, больше коммуникации межпоколенческой, чтобы продлить эту историю преемственности. Но тут уже как карта ляжет, я так понимаю. Чох сагунас, это был проект Меркес Горушкенджи.